вот тема нашего разговора, да, осетинская поэзия. Вышла замечательная антология, которую составлял даже он сейчас чинит. Вот. Ее составил замечательный современный поэт Ахшар Кудзати. И человек, который обладает несомненным, скажем так, художественным вкусом. Он заканчивал эти же самые высшие литературные курсы когда-то очень давно. Я вот хочу, в общем-то, зачитать вам отсюда несколько стихотворений разных поэтов. И потом, в общем-то, почитать какие-то свои переводы тоже. Вот. В принципе, вот в этой книге практически 2 века осетинской поэзии, начиная от Мамшрата Темирбулаты и вот заканчивая современными поэтами. В общем-то, в принципе, любая антология — это дело очень субъективное. Вот я специально принес книжку немецкой антологии от поэзии Миннезингеров до Германа Гессе. И вот вот эта книга — это плод тысячелетней работы германского духа там, скажем так. А здесь 200 лет. Ну, в принципе, нам, наверное, история отвела только 200 лет такой, в общем-то, мирного относительно существования. А остальное время мы пребывали в постоянной боевой готовности. Там всякие крымские ханы, то грузины, то и так далее. В общем, поэтому. И тем не менее, практически меньше, чем за 100 лет была создана замечательная поэзия, замечательная литература. Я попробую то, что мне, опять же, субъективно нравится. Я сегодня ее полистал, эту книгу. Начну с поэтов-фронтовиков. Вот на улице Церетели есть музей осетинской литературы. Вот когда я туда прихожу, там есть зал молодых осетинских поэтов, которые погибли на войне. 50 осетинских поэтов, молодых ребят, не вернулось с войны. Если бы из этих 50 хотя бы из 10... 50. Да. Шви нагло путают. На самом-то деле, безо всякого преувеличения. Если бы из этих 50 хотя бы из 10 что-то получилось, у нас литература была бы гораздо более высокого уровня. И среди вот этих поэтов был замечательный парень. Его звали Калота Хашби. Калоев. Вот у них вообще замечательная семья. Вот знаете, вот есть книга «Осетины», автор Калоев. Это один из братьев. Вот один из братьев, профессор сельхозинститута, и вот он, Хашбита Хашлыба Жалиш, сгорел в танке на Курской дуге. Вот когда ему было 18 лет, он написал, вот, мне кажется, одно из моих самых любимых стихотворений, называется «Диди Накфетто». Я попробую сейчас прочитать. Сейчас. Диди Накфетто, жившаш палашу, Диди Накхутти Ешарыкуфта, Валзагон Райшом Яравон Ангашей, Баштанар Вышта Ясина Дьепа, Диди Накфетто, жившаш палашу. Диди Накфетто, жившаш палашу, Диди Нагаума Маркаш Тимасарт, Ражинаждар, Амахур Макажин, Будартыгауш, Махуждар Халар, Диди Накфетто, жившаш палашу. Диди Накфетто, жившаш палашу, Яртива Корфа Машартан Хау, Яртивак Султан Мабулта Марташин, Бамбарштон, Сарду Балатан Ухау, Диди Накфетто, жившаш палашу. Я не думаю, что он был знаком с японской или китайской поэзией. И тем не менее он нашел образ, вот, который является предметом гордости, допустим, японской поэзии. Самурай с мечом, в общем, любуется цветением сакуры. Да? И вот он, в общем-то, вот какой-то вот такой перехлёст, какое-то вот такое звучие. Вот так. Вообще, замечательный немецкий поэт Бертольд Брехт,
оказывается, служил в артиллерии и воевал на этой же самой Курской дуге. И, возможно, он стрелял по этим танкам. Вот. То есть, это, мне кажется, плохо и несправедливо, когда поэты погибают на войне или поэты вынуждены стрелять друг в друга, в общем-то. Это Хашби, Забулат Хашби. Вот был, это кого-то Хашби, а вот был другой Уйтаудиш, он, насколько я помню, Забулат Хашби, он, по-моему, покончил самоубийством. Вот он учился, еще раз повторюсь, он учился на этих, в литературном институте с Николаем Рубцовым. И вот он, мне кажется, написал замечательное стихотворение, которое называется «О, цыганац цахдуне». Бах, хумганак бах, адар хинау, банзык, дандактай кардаджи халу, алфаражи, ясофхат тышлоун, амагагу тау сашиктажхалу, хой жах самаважит та морзы, Амашиды, кадамдара хушма, налфахаш такаромма, яхорзин, амашиды, камадара хушма. Бах каул, бах саугасау нахау, ашкуштомкау, агуртанира, бургарш, рохтул, фахасаттанбира, фалашкауга бах феттон вцахат, о, абацаганазы цахдуне, автодишагу, автоштурбаржин, намхажага, сарнул факулиш, Оди гайден, нокруда уаржен, о, абацаган, сардыш тұржынтай, умай жындарнай, умай қыгагдар, мих фалмудан, данышан фажынди, от отболиц ахау пандагу. Вот так. Вот такое, вот так разнообразно осетинская поэзия. Вот перелистывая эту антологию, в общем-то, я понял, насколько бывал несправедлив, когда обвинял наших поэтов в том, что они пишут только про высокие горы и про те речных уток. Ярче бабыш, так рубам оказывается, существует миллион тем, которые они, в общем-то, описывали